Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hürmetli oruçlar. Şifte köz veriyoruz и амуа Мавлид маджлис мубарак хой. Аллаху Таала де har күневиһама qadamda собарки гунахар багишаура hardan qolera исlah волхура берекат волхура. İnsanlar satsadan gavur qadavol hak işemiş kura. Hürmetli sahar. За багишот алабзо. Хиқо Маджаз и Чехист Харин Мухаммад Хадини Заурс Хадин Пастан Лузад му лизги му лизги чалрахох муят ани хикон ру хайтани зон шахр вердиш хай хавила кхтиара вот сакагав урус чалалуз кода хтиарам. Дорогие братья, я очень рад возможности сегодня здесь присутствовать на этом мавлиде. И я, честно говоря, неудобно себя чувствую, выступая такой молодой перед такими уважаемыми и взрослыми людьми, авторитетами, скажем так. На самом деле, вы для меня авторитеты. И я врать не буду, это не потому, что сейчас именно перед вами. Мама тоже знает, я у вас хороший жил целый год. И у меня братья тоже урушцев очень много. И у вас тут как урушцев. На самом деле, я везде тоже хвалю, я говорю, как урушского джамата, такого джамата у лезгинов нету. Альхамдулилля. И баркалла, что вы таких детей рожаете. Вот родили, воспитали и так далее. Баркалла вам большое. Это на самом деле, вот я всегда горжусь этими курсами. Много говорят, вот кюзакозы, фикири и так далее. Много алимов выступают на разные темы. Постоянно говорят, надо намаз совершать, надо улучшаться и так далее. Да, это все правильно. Пускай Аллаху Таала вознаградит этих людей за те проповеди, которые они проводят. Но сегодня хотелось бы сказать, я специально проповедь тоже не готовил. Мы, как говорится, с корабля на бал, мы только приехали и на этот маджлис подошли. И просто хотел бы объяснить общую ситуацию, которая вот в наше время вот сейчас происходит среди лезгинов. Дорогие братья, нас недавно собрал у себя муфти шейх Ахмад Хаджи Афанди. И вот именно лезгинов собрал, ртульцев, то есть юждаговских ребят собрал с каждой нации по человек 10-15, сколько было, собрал и обратился к нам. Вот он со слезами на глазах, слезы у него выступали, я сам это видел. Он спрашивает, ребята, говорит, что будем делать, говорит, с юждагом? Как нам поступать? Вот сколько лет, говорит, уже религию разрешили исповедовать, никто не мешает, говорит. Но мы постоянно меняем, говорит, старших, да, то одного ставим, то другого векиля ставим. Но явных изменений нету. Что будем делать? Как? Я хочу, говорит, у вас спросить. До этого, говорит, мы постоянно ставили и так далее, то есть назначали сверху вакилев. Теперь, говорит, я хочу, чтобы вы сами между собой решите. Лучше лезгинов же никто не знает, говорит, да, вот какие проблемы у лезгинов. Вы сами, говорит, решите, что вам нужно, как, например, да, какие у вас проблемы, пути решения этих проблем. И, говорит, приходите ко мне скажите. И он также сказал, что вам надо, говорит, ночами не спать, плакать нужно за ваш народ. Потому что на самом деле, если мы поразмыслим, подумаем и сравним положение, например, юждаговских народов, в том числе и лезгинов, и сравним его, например, с теми же аварцами и так далее, то мы увидим, что мы намного отстаем. И причина этому, конечно, причина есть. Но мы хотели бы сегодня вот основные причины, которые, как нам кажется, в чем они заключаются, причины этого. Во-первых, то, что вот это все идет из-за того, что простой народ, простые люди, они не понимают ислам так, как на самом деле его нужно понять. Если мы сегодня спросим у обычного человека, который намаз не совершает, вот почему, например, ты намаз не делаешь, или так вообще просто твое отношение к религии, он, наверное, нам ответит, что это фикир, там непонятные люди и так далее. Если он человек обычный, не знает разницу между на самом деле фикир и простым человеком, который просто намаз делает. Они думают, что все, кто намаз делает, все люди, это фикир.
То есть у нас нет понимания. Из-за чего этого понимания нету? Почему тогда люди не интересуются, если они не понимают? Ведь из логики является, что я должен интересоваться тем, что я не знаю. На это тоже есть ответы, дорогие братья. Во-первых, мы знаем, мы не будем сейчас называть тех, кто создал, так скажем, да, вот эту пиар-акцию и авторитет ислама наоборот перевернул. Мы знаем, и тогда вот до недавнего времени у нас это никак фитна закончиться не могла. Каждый другого обзывал, обвинял в неверии, взрывы, убийства. И кто это делал, мы тоже все прекрасно знаем. И именно они сыграли, да, такую, как говорится, медвежью услугу для ислама. Они отдалили от людей от ислама. Вообще до того довели, что люди просто, когда они боятся сразу. Вот это их заслуга для ислама. Это первое. Вторая причина, то, что мы знаем, опять-таки, я не хочу следующим словом кого-то оскорбить или унизить, но вот в каждом селении так или иначе есть люди, да, вот старики, пускай Аллах Та'ала им еще больше даст тауфик, пускай жизнь удлинит, чтобы они еще больше жили на благо своих детей, на своего народа. Но вот то, что у нас называют фикияр, да, и вот эти дедушки, скажем так, хоть они то, что могли, они сделали, баркалла им большое тоже. Но факт, что в наше время, да, мы видим, что все развивается, изменяются, да, вот технологии и так далее, и люди, то, что 20 лет назад людей устраивало, сегодня наших ребят это не устроит. Сегодня, когда все в интернете и так далее, видят, что этот человек, например, он не может, он читает по-русски Альхам, Ясин и так далее, конечно, у ребят это вызывает, скажем, уважение это не вызовет. То есть, поэтому это тоже свою роль сыграло. И многие ребята ушли, сказали, да, они нормально читать не умеют, это что ли у вас ислам? И вот так тоже отдалились. И третья причина, дорогие братья, в том, что люди думают, что миски и так далее, это что-то страшное, непонятное. Да, вот, скажи человеку миски, все равно, что сказать джунгли, что-то вот, примерно одно и то же. Люди думают, что это синоним. Почему? Потому что они просто не поняли суть. И сегодня перед нами всеми стоит задача, чтобы, во-первых, изменить мнение у людей, именно у лезгинов, о религии. Изменить в хорошую сторону. Как же мы это сможем сделать? Для этого тоже есть дорога, есть путь, программа есть, как это делать. Но самое вот важное, то, что мы должны делать, дорогие братья, это сами измениться, во-первых, изменить самого себя. Мы много рассказываем о жизни посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, но, наверное, никому в голову не приходило задуматься о том, вот сколько человек, сколько людей пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, вот подошел и сказал, ты делай намаз. Я вот, честно говоря, я так особо тоже книги не читал, у меня знаний тоже нету, но вот когда от своих братьев, от алимов слышу, вот там я вот мало таких случаев помню, чтобы посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сам говорил, давайте делайте намаз, уразу держите и так далее. Он в общем говорил, но конкретно, вот да, вот постоянно такого не было. Так в чем же причина того, что именно в то время вот, тысячи и тысячи людей, почти, да, полконтинента ислам принял? В чем же эта причина была? Эта причина, дорогие братья, была в самих людях, в самом посланнике Аллаха, алейхиссалату вассалям, в его сподвижниках, этих чистых людях, которые распространяли ислам не своим словом, а именно своим поведением, своим делом. Как говорится, лучше один раз, да, показать, чем, например, постоянно говорить и говорить. На своем примере покажи, это люди поймут. Такая история есть, рассказывается, что один устаз по имени Хасан Афанди, был большой вали. Вот его, говорят, одна семья, это было аварское селение, его одна семья же зовет к себе и просит, о, Хасан Афанди, наш ребенок болеет, у него диабет, ему нельзя кушать сладкое. Но он очень сильно, говорит, любит халву. Вот эту халву, пожалуйста, ты устаз, он нас не слушает, ты шейх, ты устаз, взрослый человек, уважаемый, пожалуйста, ты ему 2 слова скажи. Хасан Афанди ответил, вот сегодня, говорит, не могу, завтра я приду к вам, сказал. Тогда, говорит, он пришел на следующий день, он этому мальчику сказал, уважаемый, там, брось, говорит, оставь, не кушай эту халву, сказал 2 слова буквально. Этот мальчик перестал, говорит, кушать. Родители удивленные спрашивают, о, Хасан Афанди, ведь мы, говорит, ему столько говорили, врачей мнения приводили и так далее, он никак не отказывался. Ты пришел, буквально 2 слова сказал, он отказался. Почему, говорит, если ты это мог сказать вчера, почему ты сегодня пришел, говорит, почему ты вот 1 день оставил, почему сразу не посетил нас? Хасан Афанди сказал, Аллах, говорит, дети мои, вчера, говорит, я не пришел, потому что я сам, говорит, эту халву больше всего на свете люблю.
для меня, говорит, больше любимее ничего не было. И я не хотел, говорит, я знал, что если я буду говорить этому мальчику, оставь, не кушай, но сам в это время буду любить ее, он меня не послушает. И я сначала сам от этого отказался. Я последний раз эту халву покушал, сказал Аллаху, все, Аллах, больше я это кушать не буду. И только после этого я пошел, говорит, и ему сказал. Именно поэтому он мои слова принял. То есть, что отсюда можно понять? Чтобы прежде чем людям что-то говорить, мы должны сами исправиться. То есть показать своим поведением. И те асхабы, которые, например, 300 асхабов, говорит, завоевали Андалусию, Испанию современную, всего лишь 300 асхабов. Как они там не воевали? Они просто, пошли распространять ислам своим образом жизни. И вот эти все мусульмане именно в ислам входили, видя то, как живут пророк и его асхабы, как их хорошие нравы. И перед нами сегодня тоже стоит именно эта задача. То есть показать красоту ислама для людей. Вот вы сегодня, я вижу, что вы люди недалекие от ислама. Раз вы все сюда пришли, пускай Аллах вас еще раз вознаградит, значит, вам не безразлична судьба ислама. И у нас, может кто-то думает, что это все равно религия, она вперед пойдет, но мы ошибаемся, если будем думать, что без нашего участия она все равно, я могу спать, а она вперед будет двигаться. Она-то пойдет вперед, но завтра с каким лицом мы встанем в судный день перед Аллахом, когда Аллах спросит, уважаемый мой Абдулла Мухаммад, что ты сделал для ислама? Вот неужели ты довольствовался тем, что только ваши имамы говорили, а сам был в стороне? Ведь эта религия не дело Мухаммада или Саида и так далее. Ведь это дело, я вам эту религию всем дал людям. Ведь вы все должны были делать то, что вам под силу, распространять ислам. Если вы спросите, как же, например, что может рядовой человек делать для ислама? Простой, я не учился, например, ильма нету, не знаю, не умею говорить с трибуны. Что я могу сделать? Я вам отвечу, дорогие братья, что каждый из нас может внести свою посильную лепту в распространение и развитие ислама. У нас у каждого есть я вам скажу, очень много возможностей для того, чтобы показать красоту ислама людям. Если бы каждый человек, то, что он может, использовал бы свои рычаги, как мы говорим, то есть свой потенциал на развитие ислама, то, я вас уверяю, наше дело нашего джамаата лезгинского, оно пошло бы вперед. Хотя нет для нас разницы распространять ислам среди лезгинов или среди цахурцев, рутульцев и так далее. Все мы рабы Аллаха, и каждый из нас должен с искренним намерением стараться довести чистоту ислама до всех, независимо от его национальности, цвета кожи. И поэтому сегодня, дорогие братья, у меня есть к вам просьба, так как я знаю, что хуже меня человека здесь тоже нету, самый грешный и самый плохой человек среди вас это я, и среди остальных тоже. Но как бы то ни было, хоть сколько бы я не был недостоин, но так получилось, кадар Аллаха, что сегодня на это место меня поставили, каким бы я плохим ни был. Я знаю, что от того, что человека ставят, все дело само собой вперед не идет. Я знаю, что один человек, как говорится, в поле не воин. И поэтому мне нужна помощь всех, наша вся помощь нужна, всех людей, каждого отдельности. И мы будем рады, если кто-нибудь, например, у нас есть предложение каждому человеку. Нам нужно просто, чтобы кто-нибудь из людей, будь это молодой, взрослый, пожилой, просто сказали, уважаемый Мухаммад, тут имам, например, или как его Абдулла выступал, я хочу, например, я тоже хочу, спроси у него, чем я могу помочь. У меня, например, есть время свободное. Я то, что от себя могу, я сделаю. Если любая помощь, я буду рад, если кто-то из вас, например, скажет, например, какое-то содействие нам окажет в исламе. Мы сами ему найдем подходящую для него работу, чтобы он, не отвлекаясь от своих дел мирских, он помогал исламу тоже. Дорогие братья, поэтому я буду рад, если кто-то, чем может, обратиться к нам и будет помогать, сам внесет свою лепту в дело распространения ислама. Пускай Аллах Та'ала опять-таки делает кабул этот маджлис, пускай Аллах Та'ала возвеличит ваши дорожа в сотни и в тысячи раз. Да не лишит Аллах нас бараката, наших праведных шейхов, устазов, валиев, наших пророков, алейхиму салату вассалям. Пускай Аллах Та'ала в судный день, как мы сегодня здесь собрались, соберет нас под знаменем нашего любимого Хабиба Мустафы, саллаллаху алейхи вассалям, в раю. И пускай Аллах Та'ала то, за что сегодня наш муфти, наше духовенство переживает, искренне переживает, пускай Аллах Та'ала на их дела тоже ответит и сделает на самом деле лезгинов такими, как они были каких-то лет 100 назад, когда именно эти аварцы, которые сегодня нас учат, когда они учились у нас. Помните, это время, это не так далеко, когда Мухаммад Яраги был учителем всех 3 имамов,
Ази Мухаммада Хамзатбека и имама Шамиля. Ведь они же его, мы сегодня это забываем. Сегодня, вот, если мы каждый этот возьмем население, у лезгинов нету, да один, по пальцам можно посчитать, алимов, да вот, который можно сказать, человек учился, алим, ильму есть. Это Мухаммад, раз, два, три, на самом деле, вот 5 человек если есть, это очень хорошо. Даже столько нету. Посмотрите на их села. У них в одном селе 10 человек будет. Вот поэтому, дорогие братья, вы тоже постоянно, кто встает на таджуд намаз, делайте дуа. Это наше общее дело. Пускай Аллах Та'ала ваши дуа тоже примет. Альхамдулилля Раббил Аламин. Я извиняюсь, что на русском разговариваю.